Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. На прошлом уроке мы взяли 5-й хадис в сборнике, и, однако, не договорили этот хадис, не рассказали до конца, так как есть еще добавка. То, что мы на прошлом уроке взяли, это было из сборника Аль-Бухари, но также есть добавление со сборника Муслима, где человек говорит «Анна раджулян», то, что человек «Са'алян набия», спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Айяль муслимина хайр», какой мусульманин является наилучшим, И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Ман салималь муслимуна мин лисянихи ва ядихи». Это тот, если мусульмане находятся в безопасности от его языка и руки. В другом риваяте человек спросил: «Айюль ислями афдаль», какой ислам является наидостойнейшим. Однако вот это слово «ай», «какой», приходит только то, что является исчисляемым. А ислам, он не является, это религия, она не является исчисляемым, значит, тут есть какое-то скрытое слово, и это является асхабуль ислам. Асхабуль ислам, то есть люди ислама. Какие из людей ислама, людей, придерживающихся религии ислам, являются наидостойнейшими. То есть, видим, в одном риваяте приходит хайр, лучшим, слово хайр используется, а в другом риваяте используется слово афдаль. И хотя эти слова являются синонимами, однако между ними есть разница. Слово хайр это используется в кейфия, то есть, когда сравнивается от вреда до пользы. То есть, насколько его польза лучше. То есть, тот мусульманин, который приносит наибольшую пользу. Если слово хайр, значит, тот мусульманин, который приносит наибольшую пользу. А если афдаль, используется слово афдаль, то это значит в количестве. Если первое было в качестве, то афдаль это филь кяммия, то есть в количестве. То есть какой мусульманин получит наибольшую награду, наибольшее количество награды. Если первое было, какой мусульманин получит наилучшую награду, то другой смысл дает, какой мусульманин получит наибольшее количество наград. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если мусульмане находятся в безопасности от его языка и рук. Однако тут в этом риваяте хадиса сказано именно мусульмане. Но есть риваят, который приходит в Табаране, там приходит слово «нес» – «люди». Вместо слова «мусульмане» – «люди». И это включает в себя не только тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, но и людей других конфессий, других религий. То есть мусульманин – это тот, если люди находятся, будь он христианином или иудеем, пока между ним и мусульманином есть договор, если мусульмане живут в их стране, или они живут в стране ислама, или заключен между мусульманами и неверующими договор, в этом случае и даже эти люди должны находиться в безопасности от его языка и рук. Это то, что я хотел добавить насчет прошлого хадиса. Сегодня возьмем 6-й хадис. Этот хадис приводится от Анаса бин Малика. Он являлся слугой пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто прислуживал. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переехал в Медину, сделал хиджру в Медину, то его мать привела к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и ему было тогда 10 лет. 10 лет, и он прислуживал ему в течение жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда пророк зашел к ним домой,
прочитал намаз с ними дополнительный и сделал дуа за обитателей дома, то мать, проявляя свою любовь к своему сыну, мягкость, сострадание, сказала: «О посланник Аллаха, твой маленький слуга, тоже сделай дуа, попроси Аллаха за него». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попросил, чтобы Аллах дал баракат, благословение ему в его имуществе, в его детях, и чтобы Аллах субхану ва тааля удлинил его жизнь, сделал его жизнь длинной. И Анас бин Малик при жизни из его рода вышло около 98 человек. То есть его сыновья, внуки достигли 98 человек. И также отличительной частью, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал дать благословение в детях, и еще дать благословение в имуществе, то, что его сад в отличие от других садов, давал плоды свои 2 раза в год. Если все сады в Медине давали плоды раз в год только, то его сад давал плоды 2 раза в год. И он прожил очень долгую жизнь, что даже он сказал про себя: «Я устал от жизни». Я устал от жизни. То есть прожил больше 100 лет. И говорит: «Я надеюсь на 4-е». На 4-е, то, что просил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это прощение грехов. Благословение в детях увидел, благословение в имуществе увидел, и жизнь его была длинной, и осталась надежда на 4-е, это то, что Аллах субхану ва тааля простит все его грехи по причине дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он приводит хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля ю'мину ахадукум». Не уверует один из вас. Тут ахадукум идет, один из вас. В другом риваяте приходит раджуль, не уверует человек. В 3-м риваяте приходит: не уверует никто. Ля ю'мину ахадун. То есть от обобщенного к общему идет. Это имеется в виду: не будет вера полной, совершенной, иманен камилен, у человека не будет веры совершенной, пока хатта акуна, пока я не буду ему любимей, чем его родитель. Родитель – слово, которое обозначает как мать, так и отец. Однако в арабском языке обычно для отца валид говорится, а для матери валида с т марбутой используется. Однако тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал мужскую форму, хотя даже мужская форма указывает на обоих родителей. И пока я не буду любимый ему, чем его родитель, его ребенок, дитя, пусть это будет мужчины, мужского пола или женского, поставил впереди родителя, потому что родители идут до детей. Сначала родители, он появляется на свет по причине родителей, а потом у него у самого появляются дети, поэтому родители здесь в хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил вперед. И так как родители больше нуждаются, больше имеют право для того, чтобы человек их уважал и проявлял щедрость по отношению к ним. В другом риваяте, в риваяте Насаи, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил вперед перед родителем детей именно, так как дети ближе к сердцу человека, являются ближе к сердцу человека, чем другие люди. В 3-м риваяте пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заменил слово «дети» и «родители» на имущество и семью, на слово имущество и семью. То есть пока я не буду ему любимей, чем его имущество и семья. Однако это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул как тамфиль только, как пример. Как будто бы он хочет сказать: пока я не буду ему любимей, чем все, что ему дорого. Пока я ему не буду любимей,
чем все, что ему дорого. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, закончил хадис «Ваннаси аджмаин» и чем все люди вместе взяты. Сюда также входит сам человек. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, должен быть любимей человеку, чем сам человек. Здесь мы не говорим про любовь, которая исходит от природы человека, которая исходит по природе человека. Так как ребенок рождается, вырастает со своей матерью, ему свойственно по природе любить свою маму. Мужчина свойственно по природе любить женщину, женщине свойственно по природе любить мужчину. Но это не эта любовь, потому что это любовь, основанная на инстинктах человека. А мы говорим про любовь, которая основана или на разуме. Как это? Это, например, человек болеет, и он не любит свою болезнь, и он принимает горькое лекарство. По природе человек не любит вот эту горечь лекарства, однако разумом он любит эту таблетку, так как она является причиной его исцеления, так как она является причиной, через которую Аллах даст ему исцеление. То есть по природе он ее не любит из-за ее горечи, а разумом он ее любит, так как она станет причиной того, что Аллах даст ему исцеление через нее. То есть это любовь, основанная, вышедшая из разума, которая заставляет человека предпочитать то, что разум считает наилучшим. То, что разум считает наилучшим. Так как, например, сподвижники также любили своих родителей, также любили своих братьев, которые остались в неверии, по природе любили. Так как они являлись их родственниками, и тем более в арабском обществе родственные связи это были сильными, они любили. Но так как они вышли против них в битве при Бадре, в битве при Ухуде, они сражались с ними, даже если они были любимыми, потому что они любили больше пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Любовь, которая выбрала вот эта любовь к этому сражению, была выше разумом, чем любовь природная, чем любовь инстинктивная. Или это любовь, которая происходит от веры. Любовь, выходящая от веры, которому способствовало возвеличивание и уважение. Возвеличивание, уважение, благочестие и милость. Это какая любовь? Это когда ты ставишь предпочтительным все цели возлюбленного для тебя предпочтительней, чем цели чего-либо помимо него. У тебя есть возлюбленный, это пророк, саллаллаху, Аллах и его пророк, и их цели являются для тебя возлюбленными, для тебя ты их ставишь предпочтительней, вот это любовь веры, ты ставишь их предпочтительней, чем цели кого-либо помимо них, помимо них. И поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Умар пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не уверует из вас никто, пока я не стану любимее ему, чем его родители, его дети, люди вместе взятые». Умар ибн Хаттаб подумал, что это любовь природная, инстинктивная любовь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал, и он сказал, услышав эти слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «О посланник Аллаха, ты любимей мне, чем что-либо, но кроме меня самого». То есть я люблю самого себя больше, чем люблю тебя. И он подумал, что это вот природная любовь. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, клянусь Аллахом, пока я не буду тебе любимее, чем ты сам себе, и пока ты не будешь любить меня больше, чем самого себя». И вот тут Умар ибн Хаттаб понял, что это не имеется в виду природная любовь или инстинктивная любовь, а это любовь, которая основана на разуме, когда разум выбирает
То есть да, он склоняется к этому, однако, например, человек может любить женщину и склоняться к зина. Как природа его тянет. Любовь – это склонение к чему-либо. Однако он что? Аллах запретил. И он ставит цель Аллаха выше. И вот это проявление любви. Проявление любви, именно проявление любви к Аллаху и его посланнику. И тут есть такое, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот хадис приводится в Бухари и в Муслиме, в Бухари и в Муслиме. И тут надо указать то, что имам Навави сказал, в основе любовь это склонение к тому, что соответствует любящему человеку. То есть, когда ты любишь что-то, это значит, твоя душа склоняется к этому. И вот это склонение, мейль, бывает 3 видов. Человек к чему-то склоняется, к чему-то тянется из-за 3 вещей. Это или потому, что его чувства наслаждаются этим, например, склоняется к какой-то еде, любит какую-то еду, потому что его вкусовые рецепторы любят его, склоняются к этому вкусу. Или запах, например, он выбирает определенное количество, определенные духи, одеколоны, масла, потому что его нюховые рецепторы любят вот этот запах, склоняются к этому запаху. Или глаз, например, он определенные цвета любит, определенные формы любит, потому что его... То есть первый вид – это то, к чему склоняются его чувства. Как, например, ты склоняешься, если человек красивый, ты начинаешь любить его за красоту. Или, например, любишь красивого чтеца, которого красивый голос, из-за голоса, потому что у тебя ухо наслаждается, слух наслаждается его голосом. Второй вид любви – это любовь, основанная на того, что это у кого-то или у чего-то есть какое-то достоинство и духовная красота. Духовная красота и достоинства какие-то, ну, как, например, щедрость, как, например, мужество. То есть, как такового, твои чувства не чувствуют это, 5 твоих чувств, не ощущает это. Так же? Однако это смысловые вещи, как мужество, как достоинство. И есть 3-й вид, это когда кто-то тебе делает благое дело или отодвигает от тебя зло, и ты начинаешь за это его любить. Это 3-й вид. И вот эти все 3 вида есть в пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Все вот эти 3 вида есть в пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был красивым лицом, был красивым голосом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был достоин, был описан всеми достойными качествами, которые есть. Его даже во времена джахили прозвали Амин, доверенный. И никто не сомневался, что он не врет, никто не сомневался, что он говорит правду. Никто даже не мог представить, что он может солгать. И даже после того, как он начал распространять ислам, и люди про него говорили врун, говорили про него обманщик, говорили про него то, что он сумасшедший, говорили разные слова, однако при этом они приходили и оставляли в доверие ему свои вещи. То есть человек уезжает в путешествие, и надо кому-то оставить вещи, чтобы он сохранил. И приходили к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, тому, кому они говорили лгун, оставляли свои вещи. Даже после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стал пророком, то есть насколько они знали его достоинство. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был посредником от Аллаха, который довел до нас ислам полностью. И ислам, как мы сказали, то, что он пришел для того, чтобы упорядочить жизнь людей и убрать с жизни людей то, что им мешает, то, что им приносит вред. То, что если Аллах запретил, значит в этом есть вред для людей. Или вреда больше, чем пользы. И если Аллах побудил, приказал что-либо, то значит в этом есть благо для людей. Или благо больше, чем вреда. Да, в некоторых вещах, в некоторых видах поклонениях, в некоторых приказах ислама люди могут находить какой-то вред.
И это не исключено. Однако польза, исходящая от этого приказа, находится в большей степени, чем тот вред, который приносит это действие. Как, например, люди пристают, например, то, что женщина одевает хиджаб, или то, что женщины больше по исламу должны находиться в доме, например. Много насчет этого смут появляется. Однако в этом есть большая польза для общества, есть в этом большая польза для политики даже, для экономики, для всего. И поэтому вот тут именно в этом хадисе говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не уверует, то есть не будет мусульманин полноценной веры у него, пока он, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не будет любимей нам, чем наши дети, чем наши родители, чем вообще люди, или как в других хадисах приводится, имущество, то есть то, у чего нету разума, и вообще всего на свете, даже самого себя. Ты должен любить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем самого себя. Это что означает? Как мы сказали, это когда ты предпочтительнее ставишь цели возлюбленного, больше предпочитаешь над целями чего-либо помимо возлюбленного, помимо цели возлюбленного. То есть у нас какие-то, может быть, цели, и это конфликтует с целями пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разнятся, не совпадают. И тут именно появляется, что ты вот проявляешь любовь, показываешь любовь, указанием следует на то, что ты по правде любишь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем самого себя. Да, возможно, ты желаешь это себе. То есть любовь есть. Природа говорит, люби себя больше. Однако ты вот ставишь вот эту любовь, которая исходит от разума, от правильного выбора разума и или от любовь, исходящая от имана, которая произошла от возвеличивания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от его уважения к нему, от его благочестия и от его милости. Вот тогда, когда ты ставишь это выше своих желаний, тогда вот ты считаешься полноценным верующим. Имам Навави говорит, то, что масхабом людей истины, как предшественников, так и тех, кто были до них, пришли после них, является то, что «анна ман мата муахидан», тот, кто умер, будучи единобожником, непременно зайдет в рай. И нельзя сказать другого. Тот, кто умер единобожником, он в любом случае войдет в рай. Если он был защищенным, безгрешником, как, например, младенец, если умер младенец, у него нет греха. Ему грехи не записываются, пока он не достигнет балягата, пока он не достигнет совершеннолетия. Или, как, например, маджнун, сумасшедший. Пока он пребывает в своем сумасшествии, не записываются его грехи. Или как тот, который покаялся правильным покаянием. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто покаялся, это тот, у кого нету греха. Тот, кто покаялся, это как тот, у которого нету греха. Тот, кто покаялся от ширка и других грехов, и после этого не совершал эти грехи и умер на этом, то тот тоже войдет в рай. Или тот, который не совершал грехов вообще, это как пророки. И также факулю хази синф, то есть и каждый этот вид, то есть младенцы, люди, потерявшие разум, покаявшиеся правильным покаянием, или те, которые не совершали грехов, они войдут в рай и не войдут в огонь вообще. Кроме того, случая, что они пройдутся над адом. Над адом есть мост, сират. И без исключения все люди пройдут над этим мостом. И праведники, и пророки, все люди пройдут над этим мостом.
Это Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, то, что все пройдут через ад, это имеется вот через этот мост. Однако наказание, вот эти люди наказание в аду не получат, и они войдут в рай. Или же человек, грешник, однако единобожник. Тот, например, кто совершил большие грехи и умер, не покаявшись. Мусульманин, верующий, не совершающий куфр, не совершающий ширка, однако делающий большие грехи, совершающий большие грехи. И при этом не кается, не покаялся от этих грехов, то он находится в желании Аллаха. Если Аллах пожелает, может простить ему грехи, а если пожелает, то может наказать за эти грехи. Но при этом этот человек, что мы сказали, обязательно зайдет в рай. Это обязательно зайдет в рай. И это имам Навави говорит, это является мазхабом ахлюль хак, людей истины, людей, придерживающихся истины, как среди сподвижников табиинов, так и тех ученых, которые пришли после них. Все они придерживались этого мнения. И он навечно не останется в аду, однако будет гореть там по мере своих грехов. По мере своих грехов. И насчет этого есть очень много доказательств из Корана, Сунны и единогласного мнения. После таких доказательств это считается как что? Несомнительное знание. И поэтому, если приходит хадис, в котором говорится, не уверует один из вас, пока так-то и так-то не сделает, это нельзя ни в коем случае переводить как то, что человек становится неверующим. И то, что у этого человека нет веры, как это сделали хавариджи, которые сказали, что совершающий большой грех, он неверующий, выходит из ислама. Как мы сказали, есть единогласное мнение, и уже единогласное мнение это достаточно как доказательство. Это доказательство на уровне Корана. Единогласное мнение это доказательство на уровне Корана и сунны мутаватир. Сунны, которая пришла многими путями. А мы имеем не только единогласное мнение, но мы имеем доказательства из Корана и Сунны, то, что единобожник обязательно войдет в рай и не останется навечно в аду. И, как мы сказали, два вида людей есть. Младенцы, сумасшедшие, пророки, или те, которые покаялись от ширка, от куфра, от грехов, и после этого умерли, то они войдут в рай и не войдут в ад. И есть люди, которые совершали грехи и не покаялись, и грехи их даже если большие, то они также войдут в рай, даже если их путь пройдет через ад. Пройдет через ад, то есть по мере своих грехов. И поэтому, если приходит хадис, в котором сказано, что сделать такое действие, это является, верующий такого не делает, если говорится, то это значит обязательно надо объяснить, понимать, как то, что это значит не будет полноценным верующим, совершающим вот это действие, а не то, что у этого человека вообще нету веры. Это то, что сказал имам Навави. И также имам Навави сказал из любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и также является это его правом, это защищать его сунну и придерживаться его сунны и защищать его шариат. И хадис явно указывает на то, что любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это является издел веры. И люди в этом вопросе в разном положении, в зависимости от того, как человек придерживается сунны и защищает его шариат. Следующий хадис, этот хадис приходит также от Анаса бин Малика. То, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: салясун, 3 качества.
Три качества, в котором, если есть у человека три качества, если у человека будут три качества, салясун ман кунна фихи ваджада бихинна халяваталь иман. Если у человека есть три качества, то он найдет, почувствует сладость веры. Сладость веры. И тут именно вот этот вкус упомянул, так как большинство людей склоняются именно к сладости. Сладость это имеется в виду не горькое. Противоположное халява, противоположное его в арабском языке горькое. То есть почувствует сладость веры, почувствует, как в другом риваяте, вкус веры. Почувствует вкус веры. Также приводится то, что если вкус веры вошло в сердце, то оно уже оттуда не выйдет. Если человек почувствовал вот этот вкус, то уже из сердца этот вкус не выйдет. И это указание, вот это на что указанием является? Это указанием на то, что является как благая весть, то, что человек умрет на исламе. То, что человек умрет на исламе. Однако, что надо сделать? Что это за три качества? Если они будут в человеке, то человек почувствует сладость веры. То есть он будет чувствовать сладость от поклонений, и поклонения будут ему дороже, чем желания, чем другие наслаждения. И он будет спокойно, легко поднимать любые тяжести, которые приходят к нему. Он будет спокойно глотать горечи бедствий. И он будет доволен решением Аллаха в любом положении. Пускай ему приходит благо или приходит горе, он всегда будет доволен Аллахом, будет всегда доволен Аллахом. Какой бы Аллах ни дал бы ему судьбу. Также здесь указание. Вкус веры. Есть вкус веры, сладость веры. Есть у нас вера, и у веры, оказывается, есть сладкий вкус. Это на что указывает? На то, что тут два человека, как будто бы приводится история двух людей. Есть болезни у людей, когда желтая лихорадка вроде бы называется, когда человек пробует мед, а мед для него чувствуется горьким. А мед для него, вкусовые рецепторы его воспринимают как горький вкус. И он не может его кушать, он не чувствует его сладким. Из-за какой причины? Потому что есть болезнь. Почему человек не чувствует эту сладость этой веры? Потому что у него есть болезнь. Потому что он еще нездоровый. Потому что вера у него еще нездоровая. Как вот этот больной, болеющий человек из-за своей болезни не может почувствовать вкус веры, так и вот этот человек, верующий, не может почувствовать вкус веры из-за чего? Из-за того, что есть болезнь у него, болезнь сердца. И если сердце здоровое от болезней, как беспечность, как стремление выполнить любое свое желание, то человек почувствует и будет наслаждаться этим вкусом веры. Как здоровый человек, вкушающий мед, чувствует его вкус. А человек, болеющий болезнью, он чувствует ее по-другому. И по сравнению с этой вкусом веры, любой другой вкус становится ничтожным по отношению к нему. И первое качество для того, чтобы вкусить вот это чувство, это чтобы Аллах и Его посланник были любимей Ему, чем что-либо помимо них. Опять это какая вера? Это не вера, исходящая от природы, о которой мы говорим, а вера, которая
исходит от выбора человека, который человек сам выбирает. Или любовь, которая исходит от возвеличивания, уважения. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто-то соединил, чем любимее ему, чем они двое, Аллах и его посланник. Пока не будет Аллах и его посланник, любимее ему, чем то, что помимо них двоих. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал то, что он запрещал. Когда один человек сказал, и тот, который ослушался их двоих, то есть Аллаха и посланника, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не ставь меня наравне с Аллахом. Чтобы люди вот так ставили двойственное местоимение двойственного числа, то есть в арабском есть единственное число, есть двойственное число, есть множественное число. В русском нет такого. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил ставить Аллаха, когда говорит про Аллаха и его посланника, в двойственном числе, чтобы люди не делали пророка на уровне с Аллахом. Однако тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам сделал это. И раз есть запрет, который основан на слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и есть действия, которые сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то ученые говорят, что вот эти слова верующие должны действовать по его словам, а то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал, это касается только его. Это разрешение так говорить разрешено только ему. Разрешено только ему. Так как от него невозможно, чтобы исходило, чтобы он ставил себя наравне с Аллахом. Или указанием на то, что любовь, которая состоит любовь к Аллаху и любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, это одно составляющее. И если пропадет одно, то пропадет все. Как Аллах субханаху ва тааля сказал: «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни». Скажи, если вы говорите, что любите Аллаха, то следуйте за мной. Следуйте за мной, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в единственном числе. Юхбибукумуллах, и Аллах вас полюбит. Следовать за ним, это значит также включать в себя любить его. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах вас полюбит. Это указанием является на то, что тут Аллах субхану ва тааля хочет указать верующим, то, что тот, кто ослушается пророка Аллаха, тот заблудился. Тот, кто ослушается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот заблудился. Так как это две любви и два подчинения, это единое целое. И следующим пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман ахабба абдан ля юхиббуху илля лиллях». И тот, кто полюбил раба. Раба, это имеется в виду раба Аллаха. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описал этого человека рабством, то есть наивысшим качеством. Это имеется в виду верующего. Полюбил верующего. Так как только верующий является истинным рабом Аллаха. Все являются рабами Аллаха. Как верующие, так и неверующие являются все рабами Аллаха. Однако рабство неверующих – это вынужденное рабство, так как они создание Аллаха и не могут не выйти за волю Аллаха, не могут не выйти за границы владения Аллаха. Они находятся в владениях Аллаха, они находятся под мощью, силой Аллаха. Это вынужденное рабство. И есть рабство, которое человек сам выбирает. Это рабство веры. Когда человек верит в Аллаха, и этим появляется у него высшее качество рабства. И Аллах субхану ва тааля восхвалил во многих местах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, этим рабством именно. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: и тот, кто полюбил раба, имеется в виду верующего, пускай он будет свободным или рабом человека какого-то, ля юхиббуху, он его любит
только ради Аллаха. Он его любит только ради Аллаха. То есть не любит ради какой-то цели, ради какого-то имущества, ради какой-то замены, так как из-за этой любви ему какое-то что-то получает он в этом мире. Ради каких-то человеческих целей. Однако его любовь к этому человеку только ради Аллаха. То есть этот человек верующий, и он его любит за то, что тот верующий. И этот человек, вот этот, кто полюбит так другого брата своего, то он войдет в число тех, которых полюбили друг друга ради Аллаха. Полюбили друг друга ради Аллаха, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал тем, которые будут завидовать пророки. Имеется, да, пророки будут выше них, этих людей, могут быть выше них. Однако вот этому действию они будут завидовать. Действие, то, что эти люди подняли свой уровень, дараджат перед Аллахом по причине того, что любили друг друга. И это второе качество было. То есть первое качество – это когда человек ставит свои цели, цели Аллаха, цели посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, выше, чем другие цели, любит, проявляет любовь, и они являются для него любимее, чем кто-либо на этом свете или что-либо. Второе качество – это любить верующего ради Аллаха, не ради какой-то цели, не ради того, что он твой друг, то, что он тебе помог, то, что в долг может дать иногда, то, что он тебе приходит, помогает, а именно любит ради Аллаха, так как он является верующим, потому что он является рабом, который выбрал рабство Аллаху, не выбрал рабство созданному, так как есть верующие, которые выбрали рабство, быть рабами Аллаху, и есть неверующие, которые выбрали быть рабами материальному, выбрали быть рабами созданным, таким же, как они, таким же вещам, таким же людям, таким же, как они являются, созданными. Выбрали рабство для этого, быть рабами себе подобных. А верующий, он выбрал быть рабом Создателя. Разница. Поэтому Муаз бин Джабаль, когда его Рустум пригласил, полководец Персии, он предложил им: давайте вот возьмите богатство, возьмите одежду и возвращайтесь. То есть к арабам не относились серьезно. И подумали, что арабы начали воевать только для того, чтобы пополнить свои запасы денежные, экономические запасы, одежду, чтобы приобрести. И он сказал: вот, возьмите деньги, возьмите вот эти золото, серебро, одежду и возвращайтесь к себе домой. То есть поиздевался. И сподвижник сказал: нет, мы пришли не для этого, мы пришли, чтобы вывести людей из рабства созданному к рабству Создателя и вывести из оков невежества к широте ислама, И тут потом он понял, что они будут побеждены. С такими людьми невозможно воевать. И третье качество. Тот, кто проявляет, тот, кто не любит, тот, кто не желает возвращаться или стать, потому что кто-то был не мусульманином, потом стал мусульманином. А есть люди, которые с детства выросли исламом. Поэтому тут надо двояко объяснить. Тот, кто не желает возвращаться имеется в виду возвратиться или изменить свою религию от ислама к неверию. Так он не желает, как человек не желает быть брошенным в огонь. Так, как человек не желает, вот перед ним разожгли костер огромный, и человек как не желает вот в этот огонь, чтобы его кинули.
также он не желает возвратиться в это неверие, не желает оставить ислам. После того, как Аллах его спас. Как я говорю, после того, как его Аллах спас, это касается тех людей, которые приняли ислам, и тех людей, которые родились мусульманами. Так как обоих, вне зависимости, он родился мусульманином или стал мусульманином после неверующим, обоих на этот путь поставил кто? Аллах Тааля. Обоих Аллах Субхану ва Тааля поставил на этот путь. И поэтому выходит, что Аллах спас их от неверия. После того, как Аллах спас их от неверия, они не желают возвращаться к этому неверию. Не любят это неверие, питает неприязнь к этому неверию так, как человек питает неприязнь, не желает быть брошенным в огонь. В другом риваяте, в риваяте Бухари, приходит хатта и так, говорит, питает неприязнь к возвращению к неверию или стать неверующим, то, что ему даже, говорит, прыгнуть, попасть в огонь является желательней, чем возвратиться в неверие, чем стать неверующим после того, как Аллах его спас от этого, защитил его от этого. В риваяте Насаи приводит, он не желает возвращаться в неверие, говорит, и говорит, как тот человек, перед которым разожгли большой огонь, и упасть в этот огонь, попасть в этот огонь, ему желательнее, он больше желает, чем совершить Аллаху, чем предать Аллаху сотоварища. Чем предать Аллаху сотоварища. И тут два качества пророка, 3 качества, и 2 первых этих качества, то есть любовь к Аллаху и посланнику, второе качество — любить созданий, любить верующих. Это указание на то, что верующий должен приобретать хорошие качества. Указание на то, что верующий должен приобретать хорошие качества. Указанием является, так как это не только вот эти в 3 вещах ограничена сладость веры, но это является указанием, остальные все дела возвращаются к этому. Первое — это указание на то, что любовь к Аллаху и посланнику, также другие действия, другие поклонения сердца, которые также относятся к Аллаху и его посланнику. Приобретать вот эти достойные качества. И второе — это любить верующего. И все, что касается взаимоотношений между людьми, достойные качества взаимоотношений к людьми, возвращается вот это второе качество. И третье качество — это наоборот. Избавляться от чего? От плохих качеств. Нежелание возвращаться в неверие — это значит избавляться от желания возвращения к неверию. И любое такое качество, которое является порицаемым в исламе, указанием вот на то, что человек должен стараться избавиться от этих качеств. И вот эти 3 вещи, 3 вот этих качества являются как адресом, как то, к чему возвращаются все остальные восхваляемые качества, и как очищение себя от порицаемых качеств. Следующий хадис, до этого может еще... Следующий хадис приводится от Аббаса ибн Абдуль-Мутталиба. Он являлся дядей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и был старше пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на 2 года. Был дядей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и был старше него на 2 года. И чтобы понять его мудрость, чтобы понять его понимание религии, можно вспомнить случай, когда его спросили, кто акбар. Слово акбар — это значит больше. Или другой смысл есть, подсмысл — это величественней.
И у него спросили: ты Акбар или пророк? Подшутили над ним. Он же старше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на 2 года. И он сказал: он Акбар, однако я его старше возрастом. Он Акбар, имеется в виду величественнее, чем я, а я его старше на 2 года, говорит, возрастом. То есть не поддался вот этому вопросу. Сразу объяснил людям, показал свое знание, свое понимание. Его мать – это первая из женщин, кто покрыла Каабу одеждой. То есть обычно это мужчины делали, а первой из женщин – это его мать. Так как когда Аббас был маленьким, он заблудился, то есть пропал, и мать назар. То есть если он найдется, я использую свои деньги, имущество для того, чтобы покрыть Каабу тканью. Это считалось и считается из хороших действий. И он нашелся, и мать выполнила свой обет. Также Аббас был предводителем, одним из предводителей мекканцев во время невежества. И на нем была работа, это то, чтобы поить паломников. Паломники приходят в Мекку, и он должен был поить их, водой ходить. И оживлением мечети. Его обязанностью являлось оживление мечети. Что такое оживление мечети? Это значит побуждать к благому, чтобы люди делали поклонение, а не занимались пустыми делами около мечети. И это останавливать тех, которые хотят совершить какой-то грех, или хотят повздорить, или хотят кричать, то есть делать невежественные дела. Вот это оживление мечети. Людей призывают, чтобы людям больше, так как если в мечети начнется драки, кричание, ругань, крики, то люди будут что? Отдаляться от мечети. А если он будет предотвращать их, и людей будет больше побуждать к выполнению поклонения, то мечеть будет оживляться. И также приводится то, что от Муджахида, то, что Аббас перед смертью освободил 70 рабов. Выполнил такое поклонение, освободил 70 рабов. Это очень большое количество. Для этого очень большое имущество надо было отказаться. Но также приводится то, что он родился до года слона, то есть, естественно, раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в год слона, то Аббас родился за 2 года до этого. Был похоронен в Бакии, в кладбище, рядом с мечетью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ислам же он принял одним из первых, однако он скрывал свой ислам. Он скрывал свой ислам, и до того, что даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился, а в битве при Бадре он вышел с мушриками. Его заставили выйти. То есть он скрывал еще свой ислам. Он не хотел выходить, однако он является предводителем. Он не проявлял свой ислам, и его заставили выйти, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: кто встретит Аббаса, не убивайте его. Его вывели насильственно. И его пленил Кааб бин Умар, сподвижник по имени Кааб бин Умар, и он освободил себя выкупом и возвратился в Мекку, и после этого, как возвратился в Мекку, переселился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил переселение. Приводят 30 с лишним хадисов, в общем. У него про его жизнь очень много написано, про его достоинства, это в отдельных книгах есть. И вот он приводит хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: вкус веры, то есть почувствует вкус веры, тут имеется в виду смысловой вкус, тот, кто был доволен, довольствие у него было в сердце, и грудь была раскрыта к этому делу. Это что? Был доволен чем? 3 вещами тут он упоминает. Аллахом как Господом. Аллахом как Господом. То есть Аллах субхану ва тааля, из господства это его, то, что
Аллах Субхану Тааля все создал, Он доволен этим. Аллах Субхану Тааля всем управляет, Он доволен этим. Аллах является покровителем, Он доволен этим. Аллах не посылает блага, и Он доволен этим. Приходят беды, и Он доволен этим. Доволен Аллахом как Господом, как управителем этого мира, как Создателем. Ваби Мухаммадин, и пророком Мухаммадом, доволен как посланником. Доволен как посланником. А до этого еще есть и доволен исламом как религией. Он не хочет другую религию. Он доволен этой религией. Он считает ее полноценной. И доволен пророком, саллаллаху алейхи вассалям, доволен Мухаммадом как посланником. То, что доволен, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, довел пророчество. И вот это довольство, это подчинение его, внутреннее подчинение, внешнее. И он терпит бедствия, которые приходят к нему, проявляет терпение, даже, может, восхваляет Аллаха за это. И он благодарен Аллаху за то, что Аллах даровал ему блага. И он доволен предопределением Аллаха и его решениями. И то, что Аллах Субхану Тааля лишил его чего-то или даровал ему что-то. И он доволен, и он выполняет все предписания шариата, подчиняется приказам и остерегается запретного, потому что он доволен исламом как религией. И он следует за любимым пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в его обычае, в его адабе, в его нравственности, в его взаимоотношении с людьми, в его аскетизме в этом мире. И он полностью в этом старается следовать за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис приводит имам Муслим. Равахуль Муслим в своем сборнике. И тут надо указать, тут 3 вещи также было указано. Это быть доволен Господом как Аллахом как Господом, и как исламом как религией, и как Мухаммадом посланником. 3 вещи было указано. Так как также все вещи, если доволен Господом как Аллахом как Господом, это возвращается все убеждения. Все убеждения возвращаются к этому. Доволен исламом религии, то есть человек показывает готовность следовать всем предписаниям ислама. Он считает их полноценными. Он считает то, что ислам по правде пришел для того, чтобы упорядочить жизнь людей, а не для того, чтобы принести какой-то вред людям, чтобы осложнить жизнь людям. И то, что если есть запреты, значит запреты, в этом есть польза для людей. И это никак не запрет не для того, чтобы ограничить человека, а для того, чтобы убрать от него то, что ему не нужно. То, что ему не принесет пользы ни как в этом мире, ни как в следующем. То, что Аллах Субхану ва Тааля запретил, нету в этом пользы для человека. Ни в этом мире, ни в следующем. Если есть даже какая-то польза, то эта польза ничтожна по сравнению с теми бедами, которые приводят это к действию. И также, если приказ, и вот эта польза, которая от этого приказа, она намного больше, чем тот вред, который по сравнению с той пользой, которую привел этот приказ, намного ничтожно. Вот этот вред намного ничтожен по отношению к пользе. И этот человек должен понять, когда он должен быть доволен исламом как религией полностью. Он не должен считать, что ислам является неполным, несовершенным, или ислам касался только тех веков, в которых жил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Или то, что законы, которые узаконил Аллах и его посланник, это не подходит современному обществу. Если человек так считает, это значит, он недоволен исламом как религией. Поэтому вот это довольство должно быть. И то, что Мухаммад посланник, какое указание в этом? Что Мухаммад посланник.
доволен Мухаммадом, саллаллаху алейхи посланником, то, что он готов следовать за всем тем, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Во всех аспектах жизни. Не только в поклонениях, не только в приказах, каких-то запретах, но также и в взаимоотношениях с людьми, что является очень важным. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.